сталкиваясь с Кёнге, вспоминать пора пришла, да? А дальше они предложили, чтобы он читал первый пункт. Первый пункт что? Важнейший даром повседневной практики, да? Первый пункт. Да, вот это первый пункт. Читай наизусть про себя 3 раза. Вот это как длинное, да? Наизусть про себя 3 раза. Сталкиваясь с Кёнге, волнение как начинает, он должен что делать? Вот, пора пришла, и потом наизусть это как читать про себя. В почве ума первоначально нет волнения, но они возникают за 3 раза. Каждый раз. После этого нужно наблюдать себя серьезно. Понимаете принцип? Для чего вот так нужно читать? Нужно отвлекать сознание, да? А то, что мы сразу реагируем, сразу волнение возникает. Он решил это попробовать. И попробовал. И ничего не получилось. Он попробовал несколько раз, да? Вот так. Но все равно волнения возникали. И страдания то же самое. Но вы знаете, он очень простодушный и чистый, простой человек, выносливый человек. Он все равно продолжает выполнять эту задачу серьезно, каждый раз, сталкиваясь с Кёнге. Сегодня, и завтра, это месяц, следующий месяц. Следующий месяц, да? Через несколько месяцев однажды у него получилось. То есть волнения не было. Как ни странно, волнения не было. В душе остатка не было. Никакого неудобства не было. Он мог смотреть на маму и жену спокойно. Как они ругаются, да? У него был покой. Все равно мама и жена ругались, ссорились, кричали. Даже такое зрелище казалось ему дружным, любимым. Даже он чувствовал, как будто он переехал из ада в рай. Как ни удивительно, через некоторое время мама и жена начали меняться. Они стали ссориться намного меньше и реже. Раньше он выходил из равновесия и очень старался изменить их напрасно. Теперь он был в абсолютном покое и не очень старался изменить их. Но они сами начали меняться. Это что значит? Нужно начинать с себя. Мы очень часто хотим изменить других, изменить Кёнге, изменить чувственные условия, не себя. Но этот принцип нужно начать с себя. Если себя изменяем, других мы можем изменить. Это принцип. И еще он сказал,
обычно в день 5-10 раз 경계 был. И он каждый раз это делал, серьезно наблюдал себя. 5-10 раз. Среднее, давайте 7 раз, да, в день. А месяц сколько раз будет? 30. Больше 200. 200. Да? А, допустим, 5 месяцев, больше 1000 раз он вот вспоминает, это выполнил и наблюдал себя. После этого у него удалось, у него получилось. Это что значит? Нам надо до конца продолжать. Поэтому 4-й пункт очень важен. 1-й, 2-й, 3-й пункт это для нас дорога. 4-й пункт это движущая сила. Обычно у людей, если не получается, сначала что? Мы теряем веру. Это получится или нет? Нет. Это стоит пробовать, продолжать стоит? Вера начинает колебаться и теряет. Он упрямо, стойчиво продолжает и потеряет веру и с преданностью до конца продолжает. Так, 1-й, 2-й, 3-й пункт для нас дорога. 4-й пункт это движущая сила. Без 4-го мы не можем достичь цели. К этому еще одно. Вы думаете, да? Он решил только одно 경계. После этого много различных, несколько сотен видов 경계 такого уровня уже для него не 경계. Уже он закончил. Он стал намного свободнее и намного счастливее. Его уровень вот так повысился. Сейчас он хочет искать еще сильнее 경계. Для того, чтобы развивать еще. Он узнает. А если уровень мы повысим, такое, как рай, он чувствует. Вот это счастье, настоящее счастье. Он это узнает. И ищет. Счастье где это находится? Сейчас и здесь. Где 경계, без чувственных условий, счастья тоже не будет. Чувственные условия, все вокруг нас. Как без них. Поэтому сейчас мы все время говорим, давайте тренироваться, реагировать на чувственные условия. В силе ума первоначально нет волнений, но они возникают вслед за чувственными условиями. Давайте устанавливать покой, самадхи, собственной природы, делая так, чтобы этих волнений не было. Спасибо.